жаратып жатканына байланыштуу ал өзүнүн шакирти сүйлөй албай калган учурда жардам берди. Албетте кыргыз эли өтө сыйчыл, конокту, бизге келген конокторду өз деңгээлинде тосуп алып, аларды жакшы деңгээлде узатып койгонго дайыма даяр. Азыр болсо кезектеги жут. Вот здесь, пожалуйста, освобождаем. Лишний, пожалуйста, освобождаем. Все попадает в кадр. И очень красиво. Kırgızstan büyük doğulurdun ekeni. Elim batır, dilim kurç, kızıl benim gelegin. Bilim cana güç benim biz. Ülkü jete biz, beni biz. Sarnat gelegin. Elim kırgızım, rüştü devekin. Dayım çakşılık oldu, bir aldığan elegin. Jigit sen de teze bil, işten gelip tezegin. Gelip etkin büyüklükte kırgızımdın gelegin. Akın gülü aslanım ölsün. Aslanım ölsün. Его соперник, представитель команды Узбекистан, Бориев Сарварбек. Встречаем. Итак, уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию 9-й поединок, 9-я пара, весовой категории 61 килограмм. И здесь встречается боец из Кыргызстана и Узбекистана. Боец в красном углу, наш соотечественник Абдуласы Улу Алмамбет, 170 сантиметров, рост, является чемпионом WFTA, мастер спорта по боксу, мастер спорта по боям без правил. Провел 6 профессиональных боев, из них победил 5, одно поражение, но ничьих. Является также одним из сильнейших бойцов Кыргызстана. Команда клуб представляет из ОГПI, тренер Эркебаев Абдрахман, 22 года нашему бойцу. А против него в синем углу выступает боец из Узбекистана Бориев Сарварбек. Рост 170 сантиметров, чемпион Узбекистана по грэпплингу, чемпион Узбекистана по боям без правил. Провел 1 профессиональный бой, 1 победа, 0 поражений, 0 ничьих. Представляет клуб Изатим, тренер Изатило. 22 года этому узбекистанскому бойцу, и будем ждать, какой же результат покажут нам бойцы в конце этого поединка.
Итак, ну если говорить об этом поединке, конечно, мы сейчас увидим классический поединок, так сказать, бойца, боксера против грипплера, точнее против борца. Ну что ж, да, классический поединок, в частности, есть извечный вопрос, старый, как и наш мир, кто сильнее, борец или боксер. Ну что ж, давайте понаблюдаем, наверное, этот поединок все-таки ответит на наши вопросы. Итак, напоминаю, что узбекистанский боец в черных шортах, а наш боец в черно-белых зеленых шортах. Итак, сразу же забирает центр октагона наш боец Абдувасу Улу Алмамбет. Ну что ж, Алмамбет, давай, покажи нам уроки бокса. Итак, так, прямой удар по корпусу, очень точный, очень такой нацеленный удар, но все-таки, конечно, больших проблем не принес. Так, дергает он узбекистанского бойца. Так, а все-таки интересно получается, узбекистанский боец является чемпионом Узбекистана по грэпплингу, но пока что не спешит он переводить бой в партер. Интересный момент. Так, ой, какой прямой кросс, прям с оттяжкой. Было видно, как он вкладывал в этот удар силу, но вот не попал. Выцеливает, выжидает Алмамбет, конечно. Ой, какой классный удар сбоку-то. Все-таки у боксеров, конечно, тайминг получше. И кардио у них очень хорошее, в отличие от борцов. Но не будем забывать, что у борцов, у грэпплеров очень высокая взрывная скорость. Поэтому отдать предпочтением одному из них, конечно, очень сложно. Итак, боковой, двоечка в исполнении, 2 боковых удара. И все они прошли. Так, лоу-кик. Такой легкий лоу-кик по передней ноге. И, честно говоря, он по большей части пытался закончить серию боковых ударов именно лоу-киком. Так, лоу-кик в исполнении Узбекистана. Ой, какой классный боковой правым. Ой-ой-ой. Еще один боковой. Ну что ж, видно все-таки, что школа бокса все-таки дает о себе знать, как Алмамбет очень грамотно проводит бой в стойке. Так. Еще ждем комбинации. Итак, отлично. В отходе он зацепил узбекистанского бойца правым боковым. Вообще, я так понял, рабочая нога, хотел сказать, рабочая рука у отечественного бойца. Конечно, правый. Видно, что он все очень много акцентированно бьет именно правой рукой. Левой он, так сказать, вытаскивает и правым заканчивает. Ой, тут уже левый удар. Ну что ж, ждем. Обратно удар по корпусу. И так, какой встречный удар правым, а? Отлично, отлично. Итак, очень грамотно действует Алмамбет, как бы не сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу. Итак, ждем. Выжидает сейчас Алмамбет. Пытается сейчас закрыть обзор. Фронт-кик в исполнении узбекистанского бойца. Честно говоря, никаких таких дивидендов это не принесло. Но, тем не менее, пытался он здесь что-то придумать. Удар по корпусу. И прям сразу откинуло сейчас Сарварбека к сетке. Прижимает, не дает ему пространство для маневра. Это правильно. Еще один удар по корпусу. Пытается сейчас сделать из печени Сарварбека отбивную Алмамбет. Уважаемые телезрители, напоминаю, вам кажется, что эти удары такие слабые, тычки, но если говорить о силе удара, конечно, то это очень сильные удары. И, надеюсь, вам не придется познать такие удары вообще на себе. Итак, так, двоечка, еще раз двоечка. Отличный размен. Но оба бойца промахнулись, не попали. Итак, очень динамичный бой. Так, еще раз удар по корпусу, прямой удар. Честно говоря, очень часто пропускает по корпусу Сарварбек. Видно, что в стойке он, конечно, уступает Алмамбету. Ну, ой-ой-ой, нокдаун, добивание. Очень брутальный гранд-энд-баут. Ой-ой, так, хай-кик вдогонку. Я бы сказал, даже сокер-кик вдогонку. Ну что ж, ох, классный бэкфист в исполнении Сарварбека. Отличный бой, отличный поединок показывают нам бойцы. Итак, сразу видно, что Алмамбет сейчас не намерен заканчивать поединок решением судей. Пытается он сейчас, выжидает, выцеливает, чтобы закончить бой техническим нокаутом или же нокаутом. Один нокдаун у него есть. Лоу-кик. Нужно работать серией Алмамбет. Так, удар по корпусу, боковой по голове, но все-таки не попал. Если бы попал бы, то этот удар, конечно, потряс по Сарварбека. Прямой тычок, прямой удар, кросс, короткий кросс.
на подходе. Итак, левой пытается сейчас обмануть. Серия сейчас. Так, правый, левый прямой, правый боковой. Классический боксерский, так сказать, навык. Так, попытка прохода в партер в исполнении Бариева Сарварбека. Итак, размен, клинч, разрывает дистанцию Алмамбет. Итак, ну что ж, ждем. Очень интригующий поединок. Итак, свистит звонок и заканчивается первый раунд. Отличный первый раунд, отличный поединок. Что скажете, коллега? На биринчи раунд ошон соңуна чыкты. Кесиптешим Адилетовна башында суроо салып атты эле. Чындыгында мушкер бокстун өкүлү кыйынбы же күрөштүн өкүлү деп. Чындыгында таң калыштуусу Сарварбек Бариев ошентип таптакыр бутка киргенге, белге киргенге аракет кылган жок. Эң акыркы секундаларда гана бир ирет аракет кылып көрдү. Анысы 300-дөн ашкан жок дагы. Ошентип чындыгында мени таң калтырганы Сарварбектин ушул стойкада туруу абалында атаандашына каршы беттешти өткөрөм деп ойлогону. Бул тактика ал үчүн таптакыр туура эмес. Андыктан азыр секунданттардын кеңеши менен Сарварбек экинчи раундту деп жаткан учурда, демек анын секунданты тескерисинче беттешти токтотконго буйрук берди. Биз Алмамбет Абдыбасы уулун жеңиши менен куттуктайбыз. Сарварбекке таптакыр мүмкүнчүлүк калтырган жок. Толугу менен 100%-дык артыкчылык менен ошентип жеңишке ээ болду Алмамбет. Азамат келечеги өтө кең. Буга чейин 5 ирет жеңишке ээ болгон болсо, азыр 6-чы жеңишти камсыз кылды. Эми расмий чечимди угуп коелу. Валентина Шевченко чыкты. Бир тууганы азыр ушул Алмамбет Абдыбасы уулуна жеңиш белегин тартууламакчы Антонина Шевченко. Бул дагы ошол бир тууганы Валентина Шевченко менен биргеликте UFC'де өзүнүн беттештерин өткөрөт. Жакында албетте анын таймашына дагы биз күбө болобуз. Ошентип UFC'нин өкүлүнүн колунан мына ушундай белекти алуу албетте чоң сыймык. Алмамбет азырынча 22 жашта жана жок эле дегенде дагы бир 10 жылдык карьерасы бар болсо, мына ошол 10 жылдык карьерасындагы алгачкы жеңиш даамдарынын бири азыр келип олтурат. Баштан бери мени колдоп жүргөн багелериме чоң рахмат. Жомарт байке, Абдрахман байке, Максат байке, сиздерге чоң рахмат. Кыргызстан алла! Бардык тиешелүү кишилерге өзүнүн ыраазычылыгын билдирип өттү. Чындыгында Алмамбет өзү жалгыз жеңишке жеткен жок. Анын командасы менен бардык ийгиликтин артында көптөгөн көшөгөнүн артында калган салым кошкон адамдар болот. Ошолордун баарына Алмамбет ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары, ошентип ВЕФ 61 Global 13 турнириндеги андеркарт соңуна чыкты. Бул азыр мындан ары мейн карт орун алмакчы. Албетте андеркартып биз ушул алгачкы бетелди көтөрүүчү беттештерди деңгээли жагынан азырынча чоң ийгиликтерди жарата элек мушкерлер боло турган болсо, эми болсо